Салам алейкум, хурматлы милләттәштәр, һаумыгыз дуслар. Здравствуйте, уважаемые подписчики канала Комитета Башкирского национального движения за рубежом. У нас в гостях вновь наш любимый историк Азамат Агай Рыскильдин. И мы продолжаем нашу серию лекций об истории башкир и вообще о тех странах, о тех регионах, о тех народах, которые когда-либо взаимодействовали с нашим башкирским народом. Коротко расскажу предысторию наших прежних тем. Итак, первый урок был у нас про сложение Башкирского союза племен, про эпос Урал-Батыр, то есть это тоже как бы переплеталось все у нас. Второй урок был про то, как в связи с принятием ислама башкиры сложились в народ. Третий был урок, что после принятия ислама пришли на нашу землю испытания, нашествие монголов. И вот, Азамат Агай, сейчас у нас будет следующий урок. Если вы можете, вы кратко можете подвести, наверное, да, вот о том, о чем мы говорили в прошлые разы, в прошлые наши уроки. Салям. Ассаламу алейкум. Валейкум ассалам. Действительно, дело в том, что очень большое значение имеет то, как вообще, вокруг какой идеи, вокруг какой мысли история собирается, строится. И здесь есть самые разные варианты предложения. Как один известный исторический, политический деятель, значит, заявил о том, что вот миссия башкир как бы Россию защищать, да? Была же такая вот идея, да, предложена. Вот. И это как бы то, что оправдывает их существование. У нас подход иной. Мы исходим из того, что башкиры сформировались, значит, в народ из союза племен именно после принятия ислама. Вот. И, соответственно, вот в рамках этой концепции они находятся в этой жизни для того, чтобы пройти через испытания и пронести через эти испытания как бы в свет истины. Вот. Поэтому, значит, те испытания, которые мы проходили, да, это не значит, что они как бы вот прошли. Просто для нас важно понять, какими они были, какой мы урок из этого извлекли. Вот какой у нас из этого остался опыт. Вот. Потому что, когда вот мы, например, говорили о том, о сложении как бы союза племен, да, тогда сформировался примерно наш характер, вот, наш, скажем так, менталитет, который с принятием ислама только укрепился, вот самое лучшее, что в нем было, оно как бы закрепилось, что-то подредактировалось. И, конечно, действительно, что, как нам и обещано в Коране, если человек принял ислам или группу, или общество, это не значит, что у него в этой жизни все будет хорошо, это означает, обязательно он будет испытан. Обязательно придут испытания. И вот таким, и многие племена, которые вошли в состав башкир, они действительно, там, как только принимали ислам, у них были проблемы, вот, их изгоняли родственники, вот, они оказывались то где-нибудь там в Дунае, то где-нибудь в Египте, то где-нибудь в Турции, уходили, значит, да, вот, но кто-то оставался и все равно продолжали, несмотря на все испытания, значит, оставаться вот в этом мировоззрении, и это создавало запас прочности, несмотря на все испытания, вот, все равно народ оставался сохранен. То есть стратегически это была самая выигрышная долгосрочная стратегия. Вот. А все остальные, скажем так, многие другие народы, они пошли вслед, получается, за идолами, да, вот, и многие канули в истории. Каждый будет испытан, каждое общество, каждый народ будет испытан. И вот монголы, это было одно из самых таких первых испытаний. В чем, значит, важное такое отличие? Вот башкиры, потому что приняли ислам, они же, как бы, получается, оказались в русле авраамического мировоззрения. То есть поклоняются только Аллаху и не поклоняются идолу. Если мы говорим про восточную культуру, да, вот, буддийскую, да, вот, там вот получается монгольская смысл мировоззрения, там поклонение идолам, в частности, они делали кумиром идолом себе Чингисхан. Вот. Но башкиры тогда, получается, вот вступив в какой-то определенный вынужденный, скажем, договорной союз, тем не менее сохранили свое вероубеждение, свою автономию. Вот. Если говорить про народ западной культуры, эллинистической, в число которых в том числе входит и Россия, то у них идол другой. Они идол поставили свое государство. Вот.
У них государство идет как по Древнего Рима, поклонение фараонам, королям, императорам, царям и так далее. И сегодня тоже Россия, это как бы, они как бы из своего государства сделали идол. Это то испытание, с которым сейчас башкиры тоже сталкиваются. Вот, поэтому это не значит, что раз это вот, когда прошли испытания, оно как бы исчезло. Дело в том, что глобализация приводит к тому, что если раньше какие испытания приходили как бы по очереди, то монголы потом, то наоборот там российская империя, то сейчас они по мере глобализации, значит, приходят к нам одновременно. Понятно, да? Все эти культурные программы, цивилизационные установки. И нам нужен наш опыт, чтобы понимать, распознавать эти вызовы и давать на них ответ. Выбирать все-таки ту стратегию, которая позволила нам когда-то, в общем, сохранить как народ и пройти через все испытания. Вот именно в таком ключе хотелось, скажем так, вот, выстраивать проекцию истории как стратегии прошлого, стратегии на будущее. Понятно? Да, конечно. Ну тогда перейдем к основной части нашего сегодняшнего урока. И хотел бы такой первый вопрос задать. На каких он, в принципе, очень многих башкир наших интересует, вообще интересует тех людей, кто любит историю. Вообще, на каких условиях вошли башкиры, вообще договорились с джучидами? Ну, как мы уже говорили на предыдущем уроке, если так называют, на предыдущей беседе, идеология Чингисхана была действительно очень такая популярная, что миром должны править те, кто живет за войлочными стенами, да? Вот. При этом признается там, что вы в своем юрте, в своем доме, вот в своем улусе, да-да-да, обладаете как бы автономией, самоуправлением, вот. И это создавало определенную социальную нишу для ислама. Вот. То есть там самый важный принцип — это принцип генеалогии, принцип происхождения. То есть неважно, кто ты, мусульманин там, или христианин, или, скажем так, буддист. Главное, что ты как бы, кто ты по крови. То есть основной такой принцип. Вот. Но этот принцип, он, такой семейной организации, он не работает на большие институты. Он работает, скажем так, ну, на племенной организации. Но на какой-то, скажем так, большие институты он уже не работает. Там уже приходится выдумать какие-то конструкции, и потом через какое-то поколение другое уже вчерашний там дальний, да даже близкий родственник начинает активно резать друг друга. Что, собственно говоря, и произошло с Великим Монгол-Улусом. То есть вот после раздела Чингисхана, который он сделал в 1227 году, уже его внуки и дети между собой активно воевали. Хотя, конечно, время от времени собирались там, следуя там заветам, починить, скажем так, весь мир, установить какой-то общий порядок. Вот, на общие походы. Великий Западный поход, значит, 1235 году, который начался. Или 1900. В котором башкиры тоже участвовали. Ну да, они тогда уже, получается, заключив это соглашение, как бы на условии Пикта-Асаба. Пикта-Асаба, это, как Заки Валид-Туган объяснял, это в русской историографии называется вотчинное право. То есть то, что нам досталось по наследству от наших отцов, да, вот мы это сохраняем здесь свою как бы автономию, самоуправление, вот, и договариваемся с тем или иным внешним сувереном о том, что мы, скажем так, поставляем ему воинскую службу, вот, и за это он как бы признает нашу автономию, вот. В тюрко-мусульманском праве это называется икта, в тюрко-монгольском это называется суюргал, вот, в западных странах это называлось там феод, или Тимар, как вот Византия, Феод это в Европе. То есть, скажем так, политические вопросы — это вообще дело служилого сословия и правящей семьи. Ну, допустим, это были чингизиды в тот момент, да? Вот. И, соответственно, служилое сословие те, кто, скажем так, люди сабли, да, то есть люди, кто платит ясак там 1-2%, но в основном налог крови. А если говорить по ясачным, для которых платят 10%, ну, по тюрко-монгольскому праву, да, политика — это не их делает. Их делает торговля, земледелие, значит, и все что угодно, но они не военно обязаны. Это как бы ясачное сословие. Башкиры, как бы, исходно, получается, были военно-служилым сословием, вот. То есть политика — это было их
скажем так, дело. Вот. И, собственно говоря, исторически тюркский каганат был устроен так, что вот есть правящий род, когда-то Ашина, кто-то позже, допустим, Чингисхановского, а те или иные рода просто занимают какое-то привилегированное положение. Вот. Выстраиваются как бы отношения между кочевыми, там, полукочевыми. Вот. А что касается вот оседлых, что касается, скажем так, других центров, это просто поставщики дани. Те, которыми надо управлять, те, которым нужно, скажем так, приводить их в порядок. Неважно, это китайские, там, персидские, там, европейские или там какие-то другие территории, или индийские. Вот. Тюрки рассматривают себя это как вот те люди, которые приходят на эти территории, вот, управляют ими, налаживают торговлю, берут с них дань, охраняют их и так далее. Мгм. Да, хорошо. Тогда у вас следующий вопрос такой. Вот в государстве есть, как вы сказали, служилые, и есть ясачные, да, то есть те, которые как бы, ну, обладают вотчинным правом таким. Ясачные, они вотчинным правом не обладают. Ясачные — это люди, которые платят дань, Мгм. натурально. Да-да. Я Да, служилые, вот я имею в виду по вотчинное право как раз. Да, военнослужилое сословие. могут быть вот носителями этого, обладателями этого вотчинного Да. особо. Вот, и какая, ну, мы объяснили, то есть башкиры это были как раз вот именно служилые люди, вотчинным правом. Вот у меня такой вопрос, скажем так, участвовали ли башкиры, ну, вот в этой большой замятне, которая так называемая среди, происходила потом в дальнейшем среди ханов, чингизидов, были ли они, скажем так, вот внутри вот этой всей, когда свергали, являлись они той силой, вот как в свое время впоследствии, в дальнейшем такими были в Турции, мы знаем, эти. Понятно. То, что закон Как в Египте были мамлюки, как в Турции потом были янычары, то есть сила, которая могла там свергать и ставить других ханов. Были ли башкиры такими? Принимали ли они участие? так определимся. Но само по себе в Средневековье это по большей части это политическое соперничество кочевников, всадников. Потому что воевать как бы приходилось только им. Ну, против кочевников, собственно говоря, воевать могут воевать только другие кочевники, только другие всадники. И поскольку они контролируют торговлю, да, торговые пути, вот, им приходится платить дань, то экономической силы против нет. Там силовой возможности нет, они как бы всадники, да, там пешком против них не повоюешь. Вот. Остается только идеологическая борьба, и остается только, скажем так, когда с помощью одних кочевников можно воевать против других. Соответственно, мы видим там на одном конце Великой Степи, значит, мы видим, как буддисты, скажем так, организуют кочевников, да, это империя Тан, империя Ляо, да, и тот же самый Юань, то же самое вот Яке-Монголо-Лыс, это тоже политический проект буддистов, да. А на Западе мы видим, скажем, как те же, скажем так, вот, ну, католики организуют Венгерское королевство, да, где кочевники воюют, скажем так, вот, в интересах католиков, да, или там православные там тоже нанимают, как-то пытаются обратить православие кочевников, да, мы же знаем много таких примеров, там, казачества и так далее, тоже бывшие тюрки, там, которые, вот. Ну и, конечно, мусульмане тоже в этом отношении, скажем так, обращали в ислам многих турков-кочевников, которые, соответственно, могли потом защищать ислам. Вы помните, мы говорили с вами о том разницу по этимологии понятия ногай, да? Что Да. плеска и так далее. Да. Поэтому здесь, соответственно, даже вот, например, этимология слова мамлюк, да, когда там идут, там, что вот они были рабами, да, и так далее. Там немножко недопонимание происходит. Мамлюки, всадники, да, они были рабами, работниками государства, то есть государственные служащие. То есть они рабы не какого-то частного лица, они, получается, работают на государство. То есть то, что его государство покупает, получается, вот в качестве раба, он работает
на государство, это не раб частного лица. Вот мульк это как бы власть. Он работает на власть. Мамлюк, в этимологии арабского языка кто разбирается, там, немножко он пояснит. Это не так, как европейское восприятие, раб, там, какой-то там на галерах и так далее. То есть это просто непонимание идет. То есть это изначально как бы госслужащие, просто в детстве там брали, там, пали в рабы, но Армия. Армия. да, это военнослужащие. Да. Вот. И, соответственно, воевали между собой контингенты всадников. Но дело в том, что всадник, это же готовить воина, скажем так, это достаточно сложное занятие. И хорошо, когда он с детства там в седле умеет держаться, да, там, чуть ли не там с 2-3-летнего возраста, да. Вот когда он с детства там лук и стрел для него это как игрушки, да, там, кто к чему приучит. Поэтому здесь вопрос только в том, какие из кочевников, собственно говоря, могут быть воинами. Вот, и теперь дальше. Значит, мы говорили о том, конечно, и башкиры в этом отношении принимали участие, и мы имеем немало свидетельств, как они оказывались и среди мамлюков, и среди, допустим, в Венгерском королевстве сохраняли особый статус. И, разумеется, у себя на родине, на Урале, там, в Великой Степи, в том числе, находясь в центре ее, не могли не оказаться, скажем так, в середине всех этих политических потрясений. Да, и тогда вот следующий вопрос. Вернемся к нашей территории Улус-Джучи. Улус-Джучи к тому моменту он становится один из самых могущественных, самых сильных среди всех других территорий бывшей империи Чингисхана. Почему так произошло? Здесь много таких причин. В общем-то, когда мы говорим и о самом Джучи, существует немало таких свидетельств о том, что Джучи уже под конец там жизни, когда Чингисхан в издате раздела его резко понизил в статусе, до этого он был как бы младшим соправителем, сразу после Чингисхана, а тут после раздела, когда уже завоевали Центральную Азию, получается, ему выделили только 1/4 часть, и то преемником будущим назначили Угадея. То есть это, видимо, как-то сработало та буддийская клика, которая от Чингисхана собралась, там Юлючи Цай, там Аттигин и так далее. Вот. И он был резко понизен в статусе. И некоторые мусульманские авторы, такие как Джузджани, хотя он, конечно, находился далеко, в Индии, в общем-то, но до него доходили как бы слухи, и там даже посольство было, о том, что Джучи даже готовился выступить против Чингисхана, и у него были для этого, скажем так, необходимые ресурсы. Потому что у него была, скажем так, армия победоносная, в которой он был там достаточно успешным полководцем. Вот, он опирался на тех же самых кипчаков, скажем так, с которыми там поранился и так далее, и те же самые штыры. И могли они, соответственно, выступить против всей армии Чингисхана и выступить даже с большой победой. Но так получилось, что Джучи рано ушел из жизни, и понимая ту опасность, значит, которую сохранял этот централизованный Луджичи, там они постарались, в общем-то, буддийские политтехнологи, вот, те, кто были после Чингисхана, даже где-то при жизни, разделили на две части. Это, значит, получается, центральная часть этого Бату номинально и там Ортайче, вот, который там ближе к Иртышу получается. Вот. Но так получилось, что благодаря тонкой политике того же Бату Улус сохранился, вот, а при его сыне уже Берке активно выступал, получается, вот, в политической игре между всеми четырьмя, получается, улусами. Вот, хотя на главную роль претендовал как бы Хубилай, вот, находящийся на востоке, вот, где Ханбалыты, там, где Китай, да, где такие. И как бы его, получается, младший брат Ильхан Хулагу, который завоевал в то время уже, получается, вот, Персию, да, вот. Против них, получается, выступили Берке, лидер улуса Джучи, Хайду, лидер улуса Угадея, вот, и где-то даже Чагатаевы тоже выступили вместе, и вот под Фалском Курултае они, собственно говоря, объявили о том, что они не признают власть тулуидов, потомков 4-го сына Чингисхана, центральную власть, и фактически произошел раскол. И потом мы наблюдаем войны, которые вел Берке с Хулагу, вот, что, собственно говоря, спасло исламский мир от полного поражения, потому что Хулагу был вынужден основные силы держать против улуса Джучи, против Берке, а против вот, мусульман, там, мамлюков, вот, воевало всего 2 тумена.
вот, которые, собственно говоря, и смогли как-то одержать победу при Айн-Джалуте. То есть получается, что благодаря, в общем-то, активности Берке, Улуса Джучи, они смогли, в общем-то, оттянуть на себя основные силы, разгромить Хулагу где-то вот в битве по Тереке, там где за Кавказе, и спасти Умму. А Берке уже к тому времени был мусульманином. Да, он с детства был мусульманин, его мать исповедовала ислам, в общем-то, воспитывала его в детстве. Но дело в том, что это как бы семейное его дело было. В публичном праве он не мог выступать в качестве, скажем так, вести такое исламское правление. Он просто использовал нормы Ясы Чингисхана, такой публично-правовой порядок чингисхановский, да, вот. Но при этом он был учеником, и там, у него был шейх Сейф-ад-Дин Бахарзи, вот, он следовал его, скажем так, наставлениям, то есть шейх Сейф-ад-Дин Бахарзи, он был как бы его мюршидом, ну, как бы наставником, вот, и получается, выступая как хан, опираясь публично на нормы Ясы Чингисхана, то есть Яса — это у нас свод правил, которые берутся из примера жизни самого Чингисхана, значит, да, как его решение, вот, опираясь на этот пример, он, тем не менее, ввел политику в интересах ислама, и, соответственно, он получил в этой ситуации и лояльность как со стороны, получается, мусульман, и со стороны немусульман-язычников, потому что, как бы, ну, вел такую вот мудрую политику, которая отвечала на тот момент требованиям к ситуации. Вот. И, соответственно, он привел к тому, что получил независимость Тулу Джучи, и его в этом деле активно поддерживали мусульмане, в частности, в том числе и башкиры, безусловно. Ага. В дальнейшем после Берке был Нагай, да? У нас. Видите, как Нагай был только лидером той мусульманской партии, которая вышла уже на уровень, скажем так, выше, то есть не просто семейное дело стал ислам. Нагай смог организовать на западе Улуса Джучи, в Причерноморье, территории, где он уже мог править уже внутри, как бы уже по шариату. Хотя он не был верховным ханом всего Улуса Джучи, да, но в западной части, значит, он смог на подвластных ему территории организовать практически мусульманское правление. Да, он вступил, скажем так, в союз с мамлюками, Нагай, вот, с другими, скажем, мусульманскими правителями, и активно противостоял, значит, правителям Улуса Джучи, которые исповедовали, получается, язычество. В частности, был такой в конце 13 века Тофта Муртад, его так называли. Тофта — это как бы Токта, он вначале тоже исповедовал ислам, потом вернулся в язычество, получается, и его поэтому называли Тофта Муртад. Вот вокруг него было много уйгурских, ну так, слово это означало не этническая принадлежность, а вероисповедание буддийское, получается. Вот. И в конце 13 века Улус Джучи разделился, получается, с одной стороны на партию тюрко-монгольскую во главе с Тохта, который был верховным ханом, и тюрко-мусульманскую во главе с Нохаем, который был, получается, правителем в западной части Улуса Джучи. Вот в этой борьбе, это была достаточно долгая борьба, но Нохай претерпел поражение, вот, и на какое-то время Тохта как бы оказался правителем всего Улуса Джучи, но мусульмане не как бы потеряли, скажем так, надежды, и уже после смерти Тохты они смогли прийти к власти, приведя к власти молодого узбека. Узбека, который был, получается, племянником Тохты. Вот. Это произошло в начале 14 века. Вот. Эти события хорошо описаны в таком средневековом источнике, как Хара-Таварих, или Чингизнаме по-другому называют. Этот источник, кстати, сохранил для науки Ахмед Заки Бальги-Туган. Он увез его в Турцию, до сих пор оригинал хранится именно в его фонде. Другой список есть в Ташкенте, вот, но он такой меньше по объему, не такой информативный. Вот он, его Юдин с ним работал. Да, Самат Агай. Ага. Дело вот как раз там описываются события начала 14 века, когда, в общем-то, после той, скажем так, междоусобицы, когда вот умер Тохтай, там на какое-то время там пришли к власти там люди из его окружения, но под лозунгом, что править должны только чингизиды, такие лидеры, как Кият Исатай, Салджут Алатай, вот, и Хлук-Буга, значит, с Хорезмом, мусульмане привели к власти, и, получается, узбека. В 1313 году это произошло по Григорьянскому.
Вот. И через какое-то время, благодаря проповеди такого исламского проповедника, как Шашты Азиз Баба Туклес, из тариката Мевлевия, значит, да, вот, узбек сам тоже активно принимает ислам, вот, и устанавливает его в качестве государственной уже религии, вот. При этом он требует от всех местных правителей улусов, значит, чтобы они либо остались мусульманами, либо стали мусульманами, да, тогда он оставляет их правителей, получается. Либо они должны как бы оставить свой статус руководителей улусов. На что ему объясняли там чингизиды, значит, это был съезд примерно на горе Торатау, это вот где, знаешь, где Торатау? Конечно, это мой район. Вот. Там действительно вот со всего Дучи как бы собирались, там с Дуная, с Иртыша, как бы это в церковь же, понятно, там мы уже говорили, что травы много, воды много, вот. И тогда на этом съезде, собственно, который закрепил статус как общего хана всего Улуса Дучи, вот он оставил после себя, после этих выборов, значит, каждого по очереди вызывал этих 120 чингизидов, и стал вопрос, или ты остаешься главой Улуса, да, вот, но ты принимаешь ислам, и тогда ты по Корану как бы можешь оставаться правителем. Либо ты, получается, прекращаешь быть правителем. Многие отказались, и тогда он их казнил. Вот. И там пошла большая, получается, война между сторонниками опять тюрко-монгольской партии, тюрко-мусульманской, но в ней хан Узбек смог одержать победу. Он, в частности, опирался и на те улусы, в которых чингизиды уже приняли ислам. Это улусы, потомки, значит, Шейбани, это пятого сына Джучи, то есть Шейбаниды, да. Они, соответственно, у них улусы исторически находились вот за Уралией. От Орала практически до Урала. Вот. Ну, это, давайте перечислим. Это сегодняшние казахи, это сегодняшние башкиры. Давайте так. Территория Казахстана, территория Башкортостана, Сибирь, правильно? Так, вот давайте так. Ну, в общем, понятно, да, вот Урал, да? Да. Вот тут. Дело в том, что вот, смотрите, у вас Джучи у нас практически вот от Иртыша, ну, где граница Казахстана, да, вот до Дуная. Вот эта вся территория, включая, получается, вокруг Аральского моря, да, вот, это у нас улус Джучи. У нас улус Джучи. Вот центр его географически, получается, это вот территории, самые лучшие земли, это получается Приуравье. Вот. Теперь что получается? Из всех этих глав улусов так получилось, что ислам приняли только, получается, там потомки как бы трех семей. Из них наиболее известны, собственно, сам узбек, да, вот его как бы ближние. Потом Шибаниды и Тука-Тимуриды. Шибан это был потомок, в общем, пятый сын Джучи. Его, получается, вот, они правили улусом здесь вот за Уралье, до Орала, где Тургай, получается, вот здесь вот, вот где вот Камугаджар, и вот запад на север идет вот эти по Табулу несло, улус. Там в основном по рекам идет Гили. Тургай, Табул это как бы улусы Шибан. Вот. Улусы Тукая Тимура, получается, были они от Аральского моря и по Северному Каспию, вот, примерно, до Северного Кавказа, вот эти территории. Вот. Основной по Иделю, получается, это вот сам узбек там кочевал, получается. Вот. Многие правители, значит, получается, улусов, которые вот были по Иртышу, вот по этой вот восточной, по части улуса Джучи, они остались как бы без язычества, получается. Тут пошла война, и здесь, получается, вот, Ногай раньше до этого как бы он правил при Черноморье. И вот получается так, что узбек провел такую, значит, реформу. Вот эти оседлые территории, которые были у него под контролем, получается, Крым, там вот, часть Восточной Европы, вот, он оставил, получается, по управлению, как бы, ну, по мусульманскому управлению, да, вот, и делил на вилает, где вот жили ясачные, получается. А здесь у него остались служилые, получается, которые всадники. Он сохранил как бы прежнее улусное деление, потому что воевать против других кочевников нужны были именно улусные организации. Тоже такие же кочевники. То есть шибаниды воевали, получается, по северной части вот, улуса Джучи, где вот по центральной и по лесной зоне, да? Вот. Тука-Тимуриды по южной части, от Орала по Сырдарье. Я же как-то рассказывал, да, вот помните, что
степи, ну, зимой делать нечего, да? Да-да-да. Там зимовать невозможно. Зимовать можно либо в лесах, которые вот идут севернее, да, вот территории лесостепи, вот таких Башкортостан, там Западная Сибирь и так далее, лесной пояс, да, либо в оазисах юга, так, где вот Каспий, где Орал, где вот Сырдарья, вот здесь вот можно делать. А летом встречаются все степи здесь, и как бы обмениваются там, получается, опытом, встречаются там свадьбы, все происходит летом хорошо в степи. На зиму расходятся. И вот, получается, шибаниды в основном работали, как бы, получается, по вот этой части, получается, то как бы ездили по южной части. Вот. А вот эти тылы, скажем, они просто поставляли, как бы, вот, доходы, дань. Вот. Причем, как мы говорили, вот уже, значит, вот русские области, да, там вот был такой Иван Калита. Вот. Он разница тюрко-монгольского и тюрко-мусульманского порядка сбора налогов, она немножко разная. Тюрко-монгольская там по ясу, как говорится, вот, где берется, значит, перепись делается по количеству дымов, да, примерно высчитывается, какой доход может собрать та или иная область, да, соответственно. Потом эта сумма объявляется, кто заплатит из купцов, там, ну, богатых людей. А потом, значит, он выплачивает эту сумму, как бы, откупщик, и потом ему помогают с этой территории все вернуть обратно, с доходом, кажется, да, с избытком. Вот. Такие люди назывались, которые вот платили вперед, дать, получается, а потом им помогали с отрядами собирать налоги обратно в сетку. Их такие называли баскаки. Вот. Ну, такие известные баскаки были, вот там тот же самый Иван Калитай, там многие священники, там и Александр Невский в том числе. Вот. Но Иван Калита, а вот мусульманский принцип, он другой. Потому что там же как бы христиане. Вот. По исламу, раз они христиане, если они как бы они зимние, они платят 10% джизьи. Понятно, да? Мгм. Вот. И больше брать сверху уже нельзя. Это уже, ну, по шариату не положено. Вот. Но Иван Калита, скажем так, он собирал по ящик, как башка. Ну, от слова башка. То есть, да, то есть Главный. платил узбеку как джизью. 10%. Разницу себе оставлял. Понятно, да? Да. Вот. Ну и, соответственно, там при хане Узбек 14 веке, конечно, Русь начала богатеть. До этого они были достаточно в сложном положении экономическом. Вот. А при уже исламе, вот, она примерно вот, уже тогда эти территории, они стали ощущать себя каким-то общим единством, тем более церковь, она не облагалась. И вот и церковь тогда православно смогла объединить их, создать какой-то вот из этих разных племен какой-то единый народ, который вот в Орде стал русским. То есть, как бы в Орде сформировался единый народ. Благодаря, в общем-то, узбекам. Вот. Да, все. Значит, но доходы здесь были очень маленькие. Один тот же сам Азов, например, да, вот который, через который шла торговля по Великому Шелковому пути, он давал там, ну, в десятки, там, чуть ли не сотни раз больше доходов, потому что здесь проходила шелковый путь, северная ветка, на которой жил как бы Улус-Джучи, да, вот, и через Азов. И здесь европейские купцы, там, ну, византийские до этого, скажем, потом уже венецианские и генуэзские, они вот, получается, здесь вот у них были свои торговые фактории. Здесь, конечно, оборот был гораздо больше. Вот здесь доходов было гораздо больше. И вот опираясь на эти торговые обороты, узбек имел, получается, с одной стороны доходы, с другой стороны имел возможность кочевников привлекать. И в итоге он смог восстановить через, скажем так, через шибанитов, тукати-буридов, он смог восстановить единство всего Улуса-Джучи. Шибаниды воевали с теми, кто вот на востоке были Улуса-Джучи, которые вот потомки Орды-Ачена, которые, собственно говоря, были побеждены. А тукати-буриды чаще воевали, получается, против кулагуидов. На юге. Мгм. Да, вот. Башкиры, получается, и там принимали активное участие, потому что, ну, как бы вот поддержали в свое время узбека, Салджут, Алатай, как известно, Салджут — это тоже башкирский род, да? Да. Сегодня он в Челябинской области расположен. Да, ну это остатки. Да. Азамат Агай, ну карту можно, наверное, убрать. Давайте немножко перейдем к башкирам, к самим. Потому что, в принципе, общее понимание есть всей, скажем так, геополитической ситуации вокруг Башкортостана, башкирских земель.
Что тогда было у башкир? Вот по истории у нас были свои города, считается, у нас были свои ханы. Что было с ними? Что стало с городами, что стало потом с нашими ханами? Давайте так определиться. Дело в том, что если мы говорим о своих ханах, да, то надо понимать, что в Улусе Джучи были, конечно, первый уровень ханов, как бы общеордынские ханы, это ханы, конечно, прежде всего чингизиды. Это как бы внешний суверен. Но чингизиды исходили из того, что те, скажем так, племена, те народы, с которыми у них есть договор, они могли сохранять у себя своих внутренних правителей, которые тоже в своем, скажем так, улусе считались ханами. Как у башкир, например, да, как у кыргызов, например, да, вот. Вот. Точно так же у русских там свои князья сохранялись, там, грузинские, там, допустим, правители, да. Но это были не общеордынские, они были локальные, региональные ханы. Тут те же там кыргызы и башкир, конечно, у них там политическая традиция называть своих правителей ханами. Вот. Они в своем, конечно, лучше они ханы, но на общеордынском пространстве это, как бы, условно говоря, вассальный хан. Понятно, да? То есть вот, хан у нас были, но в Улусе Джучи они занимали, как бы, ну, положение не общеордынское. То есть они не были князидами. Это не было, как бы, условно говоря, белая кость. Вот. Но они были, как бы, договорными, потому что вот мы, скажем так, вот, те же самые, но у нас, видите, как бы, что разница между кыргызами и башкирами, да? У кыргызов они назывались ханами, да? У нас, у табынов, как бы, назывались ханами, вот. А у большинства башкир назывались бей, потому что уже, как бы, были в исламе, получается. Вот. И здесь у нас вот такой есть источник, Тафтара Чингизнаме. Это источник 17 века, но он как раз рассказывает о событиях, когда вот договаривались Чингисхан. И вот когда Чингисхан, получается, определил для тех или иных родов, с которыми вступили в союз, получается, уран, тамгу, дерево, птицу и так далее. Известно, кажется. Да. Да, вот там и бурзяне, и, получается, и кипчак. Та часть кипчаков, которая была на стороне Чингисхана, тоже была немалой. Вот, поэтому у них тоже, как бы, есть и уранцевые, и тамга, и так далее. Вот. Да и другие рода. Вот. Те же там ян, вот, и так далее. Вот. То есть это вот то, что мы говорим по ханам, да. Если мы говорим по городам, то города — это центр торговли, да. Центр торговли, значит, были города, скажем, общеордынского значения, ну, вот тот, например, который вот на месте Уфы бы находился, да, или там на месте металлургических разработок. Вот. Общеордынского такого значения, на которых шли слабая торговля. Ну и вот это такие города, как там Хаджи-Тархан, да, или там Сарай-Бату, Сарай-Берке, да, вот такие вот города. Там. Та же сам Тура, Тюмень, допустим, да. Ну, то есть... Казань, да, Казань. Казань, там, Самар, там, и так далее. То есть эти ордынские города, это, скажем, вот, такой же был, как бы, Уфа. Вот, Уфа, я, как бы, разделяю версию, что это по названию рода башкирского Упейли, вот, Уфа, Уфе. Вот, теперь это. И, значит, в этих городах жили ясачные люди, ясачные татары. Татары имеется в виду не по этнической принадлежности, а по сословному статусу своему. То есть на тот момент, скажем, тат — это как бы данник, тот, кто выплачивает дань. Есть служилые, это военнослужилые, есть ясачные, мы говорили, скажем так, ну, которые материальную дань выплачивают. Да, вот. Но это как бы внутриордынское употребление. А для европейцев, скажем, вот, татары — это, получается, вот все население Улуса Джучи. Неважно, там, башкир, там, или там не башкир, или там какой-то другой, там, будущий казах и так далее. То есть тогда казахи себя казахами еще не считали, они тогда считались, ну, как бы, ногай в том числе называли, те, кто были мусульманами. И узбеками тоже, как бы, их определяли. Вот. Это по линии хана узбека. Вот. Поэтому надо понимать, что это просто как вот жители, городской житель, ясачный житель. Вот. В этом плане. Этническом значении. Вот. Поэтому города тоже были, и башкиры действительно, как военнослужащие условия, они предпочитали, скажем так, эти города контролировать там через, получая там, ну,
плату за торговлю, контролируя дороги, контролируя рынки. Ну, это известная работа начальник трассы, да? Вот. В городах не было стен, потому что от кочевников, ну, защищаться кочевники сами защищали, смысл от кого-то. Стены были не нужны. На юге, да, там стены строили кочевники, но здесь, в Сабулусе-Лучи, не нужны были стены до поры до времени. Мгм. Но давайте тогда, у нас еще есть немножко времени, перейдем вот как башкиры лишились городов, вот до... Или мы до следующего раза... Это далеко, понимаете, вот, Руслан, я почему-то хочу рассказать немножко историю, допустим, 13, 14, 15 века, да. Она потому что особо не освещается, вот, понимаете, вот ваш случай. Ну вот как раз 15 век, вот мало кто знает действительно, что произошло в дальнейшем, вот почему башкиры лишились городов, почему... Это произошло вслед за экспансией европейских держав, и в частности их прокси-агента Российской империи. Вот. Поэтому до этого мы еще дойдем. Это, извиняюсь, события 18 века и так далее. Поэтому мы даже до замят... Не, подождите, да, вот большая замятня, потом у нас война Тохтамыша с Тамерланом. Это, ну, скажем так, не на 5 минут, потому что вот... Но у нас есть еще 20 минут. ну тогда успеем. Да. Вот смотрите, вот у нас первый режим правления, да, это вот, условно говоря, режим каганат-чингисизма, когда правит, например, такой правитель, как Берки, который правит по Ясе, но при этом, скажем, он слушается своего, как бы, наставника Мюршида, да, того или иного шейха, скажем. Ну, в данном случае бы Сейфаддин Махабзи. После Узбека наступает другой период. Период, условно говоря, султанат-чингисизм. Когда у нас есть хан Чингизид, он правит, получается, и мусульманами, и не мусульманами. Мусульманами правит, потому что он сам мусульманин, потому что Коран это разрешает, да. Не мусульманами правит, потому что Чингизид. Это султанат Чингизид. При этом его, скажем так, статус султана, он признается халифом. Вот, например, тот же самый узбек, он получил инвеститура халифата, значит, от халифа, который когда был в Мисре, в Египте, у мавлюхов. Вот он с ним породнился, получается, вот, и законно, и еще принял имя султан Гияс-ад-Дин. То есть узбек его было тюркское имя, но арабское имя мусульманское стало султан Гияс-ад-Дин. То есть это период султанат-чингисизма. Это вот при узбеке, потом при его сыне Джанибеке такое золотое время для улуса Тручи. Но дело в том, что этот период, скажем, продолжался ну, достаточно долго, но почти век. Но дело в том, что чингизиды между собой, как бы, страна держалась на чингизидах. Но они потом между собой перессорились, после Бердибека началась резня и началась замять. Это конец, получается, уже 14 века. Тогда, получается, шла борьба между чингизидами за власть. Вступили в нее активно и потомки Бату, и потомки Шибана, и потомки Тука-Тимура. Вот. И все они как бы старались опираться на те или иные крупные сильные рода. И опираться на поддержку тех или иных, скажем так, шейхов, которые, ну, откровенно говоря, тоже могли выбирать, кого из чингизидов поддержать. Вот. И, ну, война была как бы междоусобная. Вот. И в той ситуации, когда у Джучи, получается, погрузился во внутренние проблемы, в этой ситуации, вот в его таком окружении, давайте мы к карте вернемся, наверное, да, немножко. В общем, на юге, вот, в Средней Азии, укрепился тогда, получается, эмир Тимур из рода Парласа Чагатая, которого поддержали шиитские шейхи. Шиитские шейхи, как карту видно или не видно? Нет, не видно. Не видно? Как же так сделать? Ну, мы примерно же понимаем, Тамерлан сейчас сегодняшний Узбекистан. Да, нынешнего, по Центральной Азии, где, Да, да. который, да. На южной ветке, ну, карта все-таки будет нужна, потому что здесь такой существенный момент есть. Так, где же у меня? Как? Даже... Куда я потерялся? Вот. Дело в том, что... Я прошу прощения, как вот хотелось бы... Слушай, я не вижу, куда ушел. А как мне вернуть тебя на экран? Ну, я вас вижу. Все нормально. Угу. Ах, как же вот как поделиться? Ну ладно, получилось так, что
там, получается, шиитские шейхи, да, особенно такие, как Мир Саид Барака, из старика Абу Муслими, шиитского шейха. Вот, он считался потомком имама Али, вот, от его второй жены, не от Фатима, а от другой жены. Вот, получается, они там жили вот в местечке Рамсой, это возле Мазари-Шарифа. Вот. Они тогда поддержали этого одного полководца, Амира Тимура, и, опираясь, получается, на его полководский талант, в общем-то, профинансировали, и вот, собрались, они построили шиитскую торговлю, получается, по южной ветке Шелкового пути. Это вот, который идет через, получается, вот Хатан, Явкент, Кашгар, Ферганскую долину, потом Самарканд, Бухара, потом, получается, до Багдада, и потом, получается, вот до Дамаска. Вот. И в первую очередь Амир Тимур, он, чтобы устранить конкуренцию, значит, в северной ветке Шелкового пути, начал рвать, получается, с восточной части улуса Чагатая, вот до нынешней Алмата, где нынешний, вот, получается, Кульджа и так далее. Вот. Он разгромил полностью, значит, восточную часть улуса Чагатая, это вот так называемый Джете. Вот. Затем он воевал с улусом Джучи, вот, были неоднократные походы. Он поддерживал, получается, чтобы слабого против сильного. То есть вначале он, например, поддерживал там Тостамыша против Урус-хана. Урус-хан был из потомков Тука-Тимура. Вот. А Тохтамыш тоже был с потомков Тука-Тимура. Это как бы южная, получается, часть. Вот. И тогда он поддержал Тохтамыша и привел, получается, Тохтамыша к власти. А потом, когда Тохтамыш, получается, пришел к власти, был встречи, ему суннитские шейхи сказали так: либо ты, значит, остаешься нашим, получается, ну, ханом только в том случае, если ты перестаешь слушаться этих шиитских шейхов и будешь слушаться суннитских шейхов. Вот. Тохтамыш, соответственно, соглашается с ними, и тем более экономические интересы общие, и, соответственно, он начинает воевать против Аксак-Тимура за то, чтобы восстановить торговлю на Северном Шелковом пути. Вот. Тохтамыш в этой борьбе терпит поражение от Аксак-Тимура, вот. Но Аксак-Тимур, получается, также опирается на оппозицию, которая была в улусе Джучи, а именно там на Едыге. Вот, Едыге там был проводником его. Вот. Суннитские шейхи иногда сделали ставку на Едыге. Он был, кстати, потомком этого шахтаря Баба Туклеса и тоже стариката Невлебия, который вот связан с старикатом Ходжагон, из которого также потом выйдет еще и Накшбандия. Вот, Есави в частности. Вот, поэтому здесь в итоге, когда Тохтамыш потом терпит поражение, там было две битвы. Одна такая очень главная, это битва, наверное, на Кунбарче. Вот, 1391 год. Этот поход описан вот в книге Шараф-ад-Дина Езди «Зафарнаме», победоносные походы. Это сегодняшняя Оренбургская область, по-моему, где-то там, да? Вот ближе к Самаре. Ближе к Самаре, да. Вот. Там просто, видите как, понимая, что вот необходимо, в общем-то, разгромить Улуджучи, Амир Тимур, значит, у него проводников Байдыги, они как вот ранней весной, как трава, получается, вот снег оттаивает, трава появляется, и, соответственно, вслед за как бы молодой травой армия Амир Тимура вышла, получается, вот с юга, дошла до нынешнего, получается, Улутау, Геоджисказган, да, вот там известная Красноярская надпись, что он там, получается, перестроил Улуджучи, значит, уже в таком шиитском духе, то есть у него там архитектура примерно такая, небольшое отступление сделаю. У суннитов, да, у них мечети строятся так вот. Один главный купол. А вход как бы он такой, не особо заметный. Например, мечеть Умара, допустим, которая вот в Иерусалиме, которая уже есть, мечеть Умара, там вот восьмиугольник и большой один купол, правильно? То же самое там от Харам и так далее. Или, допустим, мавзолей Шабибита, который вот есть, тоже стоит. А у шиитов у них как бы очень высока роль этого баба, заступника, шейха. Вот. И они всегда возводят такой большой портал перед мечетью. И вот когда Амир Тимур, получается, захватил Туркестан, вот он там из бывших крепостных ворот, получается, потом пристроил кого на месте бывшей небольшой церкви, небольшой мечети, пристроил кого большой храм, который в Туркестане, который есть, в Хаджаб на Исави. Это вот то, что уже перестроено при Амир Тимуре.
уже в таком шиитском духе. Точно так же в таком же стиле перестроили мавзолей Улуса Джучи в Улатау, получается, да. А вот мечеть Хусейнбека, она получается в суннитском таком духе. Вот. Теперь смотрите, когда вот, получается, он там в Улутау прошел, потом уже до Манкарагая вот дошел, до лесов уже, где вот нынешняя Кустанайская область, да, потом дошел где-то примерно вот до Яика, ну, где вот Маякогорский край, потом вдоль Яика, получается, уже шел в сторону Иделя, вот, прошел с боями. Пока он шел с боями, там башкиры, получается, встретили, как бы, первый бой, вот. В это время Тохтамыш собирал основную армию, получается, в районе нынешней Самары, вот. И у башкиров сохранилось такое вот предание, как последний Сартаева рода. Вот. Именно как раз, когда они воевали с шиитами, получается. Вот. И в той, получается, битве большой на Кундурче Тохтамыш одерживал было, скажем так, победу, но в какой-то момент... Тохтамыш или Тамирван? Тохтамыш, да, одерживал победу. Тохтамыш одерживал победу, но потом часть войска, получается, которые были... Едыгеш объявил определенную работу, вот, шейхи определенные там перешли на сторону Тохтамыша и, соответственно, на сторону Тамерлана, вернее, Аксак Тимура. И Тохтамыш потерпел поражение. Вот. В этой ситуации Аксак Тимур, получается, все города, которые были по Иделе, и вот в Башкортостане, он эти города просто вот сравнял с землей. И не просто сравнял с землей, а еще, во-первых, угнал тут население, торговые, купцов, ремесленников угнал в Самарканд, получается, да, вот. Ну, скажем так, основное население, купеческое, торговое, ремесленное. А те территории он просто разрушил до основания и плюс ее засыпал песком, распахал и засыпал песком, чтобы там ничего не росло. Задача была в том, чтобы уничтожить караванные пути, потому что вот, ведь как строятся караванные пути? Там через каждые 30 километров стоит караван-сарай, вот как бы, где можно помолиться, оставить товар на реализацию, поторговать, скажем так, да, поменять лошадей, верблюдов, перегрузить, допустим, сменить уставших животных на других, и 30 километров там следующая станция, да, и так вот путь от Китая до Крыма, понятно, да? И вот все эти, как бы, караван-сараи, соответственно, он их уничтожал, вот, он сохранял эти караван-сараи только на дороге, которая шла по югу, через Самарканд и Багдад к Дамаску, вот, ну, чтобы в одном месте была торговля, вот. А все население, получается, вот эти города, которые там, и Казань, и Уфа, там, и Сараберке, и Хазитахат, все это он уничтожил. А сколько городов было на территории башкирских земель тогда под контролем? Археологи говорят, больше в целом по Улусу Джучи, говорят, ну, счет шел на сотни. Счет шел, ну, больше сотни однозначно. Вот, но при этом, если вы понимаете, что территория, скажем так, исторического Башкортостана, это, условно говоря, центр Улуса Джучи, соответственно, основные города тут и находились, как бы, тут основная торговая артерия, это вот Идель, которая течет с Урала и впадает в Каспийское море. Вот. Конечно, тут много городов было. Все они были уничтожены, и, собственно, экономика была очень сильно подрублена. Торговля, получается, ушла на юг. Вот. Вот. И, соответственно, в этой ситуации, когда не просто, скажем так, чингизидская семейная связь не работала, да, не связь, получается, Чингизида, как бы, как султана, тоже не смогла работать. В этой ситуации шейхи Улуса Джучи, они уже решили поддержать Едыгеш и собрали Улус уже заново, на условиях, когда, значит, и хан Чингизид, и Беклербек, военный правитель из Черной Кости, скажем так, ну, например, из Малгыта Едыге, или, например, из сальджутов, там, тюменские беи, скажем так, да, нурадины. Вот. Тогда, получается, они, и те, и другие, они входят в Улюн-Амр, правящие, получается, Трумвират, но все они подсудны шейхам Тариката Накшбандия, исламским шейхам. Правильное словие. То есть, по суннитским, скажем так, нормам они собрали это условно третий режим политический, условно назовем его новый чингисизм. Бархан Барби. Но и те, и другие подсудны шейху. Шейхи могли в пятницу сказать, что ты будешь ханом, и долг мусульманина подчиняться этому хану. И этому, скажем так, Бию Беклербеку, там, из дома Едыге, да, которые тоже были как бы шейхами. Вот. Но
они подчинялись зубарским шейхам, тарикат Накшбанди. Вот, породнились. Вот. Если же в пятницу шейхи говорят, этого не слушайтесь, этого слушайтесь, соответственно, мусульмане обязаны подчиняться уже тому, кого шейх назовет. То есть, вот, поэтому это как бы третья модель вот, новеллы чингисизма. То есть, где как бы уже основное население это уже мусульмане. И как бы основное применение права это уже тюрко-мусульманское право. И тюрко-монгольское, тюрко-мусульманское. То есть вначале у нас было, получается, право тюрко-монгольское, потом промежуточное право тюрко-мусульманское, тюрко-монгольское, где султан общий правитель. Вот. И третий вариант, когда уже мусульман стало как можно, ну, уже большинство, вот когда уже именно шейхи решают, кто будет право, так кто править не будет. Как мусульманская модель султаната. Иберат чингисизм назовет так, иберат чингисизм. Ну, Азамат Агай, на этом, наверное, тогда закончим сегодняшний наш урок, потому что у нас уже час мы проговорили. К следующей тогда тему, наверное, уже перейдем, когда получается, наверное, взаимоотношения нагайцев и башкир. Вот как говорят, что вот по истории башкиры подчинялись нагайцам, но это же были те же самые, ну, скажем так, руководители уже той Золотой Орды. Ну, вообще, распад Улусу-Джучи, давайте... Но нагаями были в те времена все, как эпос говорит. Нагаи были все. И башкиры, и казахи, и узбеки, все было навай. Да. Ну, вот я предлагаю следующий наш урок рассказать о распаде Улусу-Джучи на ханство, вот, и взаимоотношения вот там, и, ну, соответственно, место башкир в этой истории. Мы ходим в 15-16 веку. Вот. Хорошо, на этом тогда все. Азамат Агай, рахмет. Было очень интересно, было, как всегда, все очень круто. До следующей. Наспех немножко, вверху, что так. Ну, Да. в принципе, для наших зрителей, я думаю, что это будет достаточно. Слушайте, Хаубова. Хаубова.